Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в городе Якутске. Сегодня 25 февраля. Хочу вам показать нашу городскую свалку. Едем сейчас туда. Вот нам построили якутский ГРЭС-2. Обещали нам значительное понижение оплаты электроэнергии, которого мы не дождались. Русгидро компания. Там получается у нас Германа Бургаева, ну типа ресторан с этим. Так, мы заезжаем на Вилюйский тракт. Такая вот у нас тут, ну типа красота под снегом. Вообще вот у нас мусорные машины, получается, идут, когда с мусором, да, почему-то не закрепляют мусор сверху. И то есть вся трасса усыпана мусором. Сейчас не видно, под снежочком все красиво. Это я к чему вот это вот говорю, да, вот мусорная реформа теперь у нас происходит по всей России. Теперь мы платим с человека. С каждого человека, получается, идет оплата. И казалось бы, для чего вот эти деньги? Какой-то мусороперерабатывающий завод, может, открыли или что, да? Сейчас я это вам покажу. На примере, допустим, нашей якутской свалки. Мусорного, так скажем, полигона. Вот, смотрите, наш лес, и вот мусор лежит. У нас снег выпал вот 2 дня назад, поэтому сильно не видно. Но если вот так вот приглядеться, пакеты, бутылки, всевозможные, я не знаю, там. Ну вот едет впереди мусорная машина, открытая совсем. И правда мусора там, по-моему, нету у него. Но факт в том, что он едет, и у него на кочках вот это весь мусор, все вылетает. Вот оно, начало свалки получается. Вон какой полигончик. Блин. Забор поставили, чтобы красивее выглядел. Кочек такой забор, видите? На этой свалке у нас проживают тоже социальные элементы. Ой, там ворон сколько сидит. Вот такой лес красивый. А главное, очень много дач. Фу, какой страшный запах. Очень много дач по этому тракту. Вот там получается. Люди собирают грибы, ягоды. Наслаждаются, как говорится, дарами природы. Запах просто ужасный стоит. Камера вам не передает просто это, ну, ужас. Так. Ну, сейчас попробуем на территорию самой свалки заехать. Заехали на территорию вот свалки. Ну, видите ли вы тут какие-то перерабатывающие? Просто, получается, свозят мусор сюда уже сколько лет и трамбуют его. Постоянно что-то горит здесь. Дым от свалки вообще по всей получается, по всему городу. У нас получается город расположен, как бы сказать, вот в долине, в низине такой, получается, находится. В низине. И вот этот весь мусор, он, получается, здесь вот копится и остается. И когда вот свалка горит, этот дым ложится просто на город. И вот так вот лежит. Весной, представляете, здесь красота какая. Все это потечет с этими водами, все пойдет вниз. Вот за это мы должны переплачивать, да, теперь. Вот за такое вот.
И это все получается посреди тайги. Я выйду. О, бля, какой запах. Вон, смотрите. Смотрите, вот что происходит. Вот это все вот. Вот это вот все наш мусор. Мусорная реформа по-российски. Никакого завода, ничего не сортируется. Картон вместе с пластиком. Все бытовое. Резина, не резина, все, короче. Но вот эта вся гора. Тут, по идее, низина получается такая. Ее, получается, забили вообще мусором. Высота этой горы 3 этажа, трехэтажный дом. Да, здесь аккуратненько. Вот это вот все, что мы ездим, покуда, это все мусор. Мусор, мусор, кругом мусор. Запах вообще просто демонический. Ну вот такая вот у нас мусорная реформа происходит. За что подняли цены? Вот за эту, вот за эту. Представляете, что здесь с природой происходит? Такую картину я не знаю даже. Апокалипсис называется. В нормальной стране бы уже, наверное, построили бы хотя бы там, я не знаю, бумагу перерабатывать, картон или пластик. Нет, у нас все похеру, все в куче. Нормально. Вот так вот. Ну, такое там предприятие, болот какой-то стоит. Ну вот про эту реформу я вам хотел, как она у нас успешно притворяется в жизнь. До каких времен будем заваливать, вот просто непонятно. Собаки здесь, наверное, хорошо живут. Тут вокруг у нас, получается, живут асоциальные элементы, которые вот питаются тем, что находят на свалке. Так, здравствуйте еще раз. Что я вам хотел показать? Вот такая классная штука. Получается, вот идет одновременно заряд. Одновременно. Также, ну, кто за рулем находится постоянно, да, вот очень удобно. Раз одел, телефон не разряжается, ничего. То есть стоит постоянно на зарядке. Заряжает так-то довольно-таки, ну, как бы немедленно, короче. Заряжает нормально, быстро. Плюс всяко разное его можно поставить. Вот закрепил, получается, на магнитолу просто приклеил. А можно на воздухан поставить, можно сюда поставить. Сам раздвигается, что очень удобно. Сенсорные датчики, видать, какие-то стоят. Ну я вам что, я вам не это хотел показать. Я вам хотел показать, сейчас я вам... Сегодня друг приехал с северов. Короче, отправил вот такого амуленка. Такого омуля. Вот таких вот карасей. Классные караси. Смотрите. Просто, ну как бы. И небольшие, и не маленькие. Как раз. Ну и самый прикол, короче. Сейчас представлю. Вот такая вот рыба. Вот это рыбалочка, я понимаю. В районе 10 килограмм. Сегодня вскроем Максу, посмотрим, есть у него там
Икра, говорит, может есть. Такая рыбка интересная. Треска. Треска, короче, наша. Также Макс сюда кусочек забирал. Сейчас. Так что назревает рыбный четверг у меня.